Здравствуйте, дорогие друзья! Я Яковлева Капиталина Максимовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной отечественной истории, археологии и этнологии исторического факультета СВФУ. И в преддверии национального праздника СЭХ я хочу рассказать вам о якутских женских украшениях. Ни для кого не секрет, что украшения в последнее время становятся наиболее актуальны именно с этнической точки зрения, да, что каждому, особенно перед праздником, каждой якутской женщине хочется выглядеть красиво, и при этом с этноплатьем, да, с национальным платьем нужно носить этнические украшения. Мы обратимся сегодня к украшениям и узнаем, да, какие же виды и типы украшений были у наших предков. Украшения существуют во всех обществах с глубокой древности, в целом ряде своих элементов, материале изготовления, по технологии изготовления, художественному оформлению, сюжетах и символиках, терминологии и в определяющих религиозно-мировоззренческих представлениях устойчиво сохраняют ценные сведения источниковедческого знания. Вообще украшения являются очень емким этнографическим источником. Да? По украшениям можно судить о времени, когда данное украшение, украшение отсылает ко времени, да, данного периода. Также украшения отсылают к своему хозяину. По украшениям можно говорить о том, какие предпочтения у человека, да, что ему нравится, что ему не нравится. Также по украшениям можно было судить, ну и сейчас, наверное, да, о социально-экономическом положении его хозяйки. В свое время, например, да, по украшениям можно было определить состоятельность рода хозяйки, как ее рода по линии ее семьи или уже позже о состоятельности семьи ее мужа. Да? Также украшения, например, они показывали определенные периоды, отсылали к определенным периодам жизни девушки. То есть, если молодая девушка перед свадьбой или во время свадебной церемонии и в период фертильности полностью была увешана украшениями, да, то женщина уже более в пожилом возрасте, она носила минимум украшений. Вот. И считается, что якутская женщина, она могла носить более 20 килограммов украшений на себе, да. И вот как раз на фотографии мы видим, что якутская девушка, она вот полностью украшена дорогими серебряными украшениями, да. Мы сначала с вами обратимся к одному из видов украшений, это к серьгам, да, и вот на слайде вы можете посмотреть серьги архаического периода. Но прежде нужно сказать, что серьги, вообще название, да, серег, оно созвучно с другими народами. Например, вот у алтайцев говорилось сырга, у хакасов изырга, у татаров циргасы, якутская итарга. И вообще слово серьга имеет тюркское происхождение и проникает в русский язык именно вот как раз-таки под влиянием тюркской культуры, да и сами серьги. Но перед вами серьги в виде знака вопроса, или так называемые бусинные серьги, проволочные серьги иногда говорят, да. Различие между ними только в их бусинах. Они могут быть или круглые, или плоские, да, или же, допустим, между ними могли быть вставки металлические, или же могли быть вставки в виде мелких бусин. Также еще интересны вот две фотографии, посмотрите, да, здесь на фотографиях нетипичные бусины для якутских серег. Это серьги, найденные из захоронения Ат-Дабан и Атласовского. Считается, что вот нетипичная форма, и украшение из Ат-Дабана — это вообще украшение мальчика.
потому что в свое время в Якутии серьги носили не только женщины, но носили даже и мужчины. Также по свидетельству многих путешественников, такие серьги носили не по одной штуке, а по несколько штук серег в мочке уха. Позже появились переходные формы. Константинов считает, что переходными формами были серьги с подвесками, как вы видите на фото, да, то есть монеты могли быть с подвесками. Или же вот переходные формы позже появились, на последнем фото вы можете посмотреть, это в виде знака вопроса все равно, но вместо бусин уже пластины. К XIX веке серьги становятся более сложных форм, которые мы, в принципе, сами привыкли называть традиционными, да. Здесь, значит, появляется множество различных серег, и, допустим, один из известных исследователей Якутии, да, приводит описание данных серег и приводит более 50 наименований этих серег, такие как Сарбиньях и Тарга, Хаптага и Тарга, Хария и Тарга и так далее. Савинов выделил уже 30 самых различных названий серег. Но самыми распространенными, как вы видите на фотографии, были Хария Тарга, Сели Тарга, Ханха Тарга. Да? И здесь тоже самое интересное, что основа данного украшения — это опять же та же серьга в виде знака вопроса. Данные серьги были достаточно массивные, тяжелые. Если вы будете в музее, посмотрите, что даже вот само кольцо, оно было достаточно массивное, то есть нужно было иметь достаточно большую дырочку, да, в мочке уха получается. Ну и самое такое серьга, которая на сегодняшний день мы говорим, что это традиционные серьги, да, привыкли представлять их как традиционные, это серьги Емах и Тарха, серьги в виде лиры. Такие серьги с подвесками лировидной формы, они названы так, потому что по форме напоминают лиру, да. Такие серьги могли быть от 5 до 10 сантиметров в длину. Здесь уже более усложненная застежка на шарнире, да. Многие исследователи считают, что данные серьги появились под влиянием русской культуры, например, тот же Зыков, да, он говорит, что это серьги-голубцы появились от русских серег, но уже трансформированной формы якутских мастеров. Данные серьги были распространены, серьги лировидной формы имеется в виду, они были распространены не только у якутов, но были распространены также например, у алтайцев, у народов Амура, да, у тех же татаров такие же серьги есть. И, например, татарские серьги, их называют русские серьги. То есть серьги, которые появились под влиянием русской культуры. Сейчас же интерпретация таких серег очень интересна. Говорят, что подвески — это, значит, дети, внутри это нерожденные дети. Некоторые считают, что наверху подвесочки — это дети, а внизу это внуки, да. Но в любом случае украшение связано именно с множительной функцией, можно сказать, да, то есть такая обереговая множительная функция украшения. Достаточно интересными украшениями являются серьги современного периода. Вот на слайде вы можете посмотреть. Здесь можно выделить 3 основные тенденции вообще ювелирного дела, да, и изготовления украшений, потому что первое — это вот обращение к архаичным формам, традиционным формам, да, когда один в один делается украшение по музейным экспонатам, например, да. Второе направление — это вот как раз-таки работа с более усложнением, вернее, украшений, да, с применением новых технологий. Допустим, украшения из кости делают, из золота, уже новые металлы появляются. И третье — это уже фантазия самого мастера. То есть здесь появляются украшения уже различных фантазийных форм, можно даже сказать, далеких от традиционных. Одним из самых интересных украшений являются накосные украшения. Накосные украшения многих народов Сибири, они маркируют полувозрастные этапы становления человека, да. Но, к сожалению, по якутским накосным украшениям мы не можем судить о том, что к определенному возрасту можно было носить то или иное украшение, да. Но считается, что все-таки косоплетки — это девичьи украшения, а накосники, да, это уже украшения более
после замужества, вернее. На фото видите, значит, фотографии представленных накосных украшений. Многие из этих фотографий предоставлены моим близким другом Александрой Николаевной Прокопьевой. Посередине вот зарисовка мака, да, вот как крепили, значит, накосное украшение. И здесь очень много различных есть версий, в чем же основная функция украшений. Но первое, наверное, косоплетки все-таки служили для удлинения косы, да, потому что чем длиннее коса, чем гуще волосы, все-таки считалось, что, значит, женщина, она плодовитее, да. Также еще украшения, накосники, вот если вы можете посмотреть, вот более объемные, да, они вот как раз служили для того, чтобы закрыть волосы. С этой же функцией близки бастыня, но об этом мы поговорим позже, да. И в этом плане, конечно, с чем это связано? Все-таки волосы, они несли сакральное определенное значение. До сих пор, например, сохраняется вера в то, что нельзя стричь волосы там во время беременности или после смерти близкого человека, да. И считалось, что нужно нельзя было показывать волосы чужому человеку. Или вот, например, по одной из тюркских легенд девушка не могла выйти замуж, потому что она была плешивая. Вот. То есть это говорило о том, что она не может родить здоровое потомство. На сегодняшний день я вот выделила фотографии, да, накосника и косоплетки. Здесь вот как раз самые такие, наверное, популярные на сегодняшний день. Но при этом мастера воспроизводят именно такие формы, да, но при этом накосные украшения не настолько популярны, можно сказать, у современных девушек. И если даже есть у кого, да, то в основном это, конечно, праздничное украшение. Перейдем к бастыня. Бастыня — это начальник, да. Сейчас мы, в принципе, привыкли воспринимать бастыня как начальник металлический. И считаем, что так оно и должно было быть. На самом деле традиционные бастыня, они на кожаной основе и вышиты бисерами, бусинами, да, различными. При этом могли быть подвески бастыня, которые иногда относят к украшению калинкебихер. И данное украшение, оно служило, как считают тоже исследователи, неким, скорее всего, украшением девушки после замужества, да, и проводят параллели даже с названием покрывала свадебного на волосы тувинского, то есть, например, у них называется набаштынга, для того, чтобы больше не показывать волосы чужим людям, да. Достаточно интересное украшение, плохо сохранившееся и не представлено в том объеме, которое, вот, допустим, представлены те же серьги в музеях, да. И если говорить о современном бастыня, то оно появляется где-то, скорее всего, во второй половине 20 века, и сейчас носит вот такой металлический характер, и при этом сейчас не носят украшения бастыня, там, допустим, только девушки, да, то это украшение, оно стало как носят даже бабушки, можно так сказать. Вот. Следующее интересное украшение — это гривны, тоже перестают в последнее время не столь популярны, можно сказать, да. Это украшение в виде обруча, носившееся на шее, известно с бронзового века, широко бытовало у многих народов Ближнего и Среднего Востока, Западной и Восточной Европе. Кроме якутов, значит, сейчас гривны сохранились у долганов, эвенов и венков, у народов Амура, да. Вот представлены несколько видов: плоские гривны, витые гривны, гривны с петлями. И здесь же можно говорить о том, что на сегодняшний день, как вы, наверное, сами подметили, да, сохранились в основном плоские гривны или гривны без петель, да, но при этом они идут совместно с украшением илинкебихер. Это достаточно такое украшение, гривна, да, которое, например, к задней части
позже уже начали крепить украшения калинкабихер. Следующим украшением мы выделяем украшение шейный браслет, хабара семяга или мой семяга, как называют, да. Это шейный браслет. Он иногда шел в паре с браслетами бюрох, из-за этого имел идентичный декор. Перейдем к излюбленному украшению якутских женщин, да, на сегодняшний день. Это илинкабихер, одно из самых сложных, многосоставных украшений, что объясняется высокой техникой ювелирного искусства у якутов. Нагрудное украшение данное, да, прикреплялось, как я уже говорила, к гривне, достаточно было тяжелым, да, до 50 сантиметров длиной. Значит, центральная часть это была пластина, круг или трапециевидная пластина, к которой крепились различные серебряные цепи, традиционные якутские, так называемые, да, и иногда были различные подвески утилитарного характера, наподобие поясных украшений. Различные чипчики, там, допустим, ухочистка, да, также еще данное украшение носили обязательно с украшением калинкабихер. Но позже, ну, на сегодняшний день, да, данное украшение не является настолько тяжелым, и по версии некоторых исследователей из-за этого теряется значение калинкабихер, и носят только линкабихер, да. Ну, еще в меру, наверное, социально-экономических условий, потому что данное украшение является достаточно дорогим украшением. Сегодня очень популярны илинкабихер не из серебра, да, а вот из привозных материалов. Они и по цене более приемлемые, да, и на Сахе мы можем наблюдать, что у многих украшения именно такие. Где-то в середине или во второй половине XIX века, да, завершается период христианизации в Якутии, и тут появляется, к концу XIX века появляется очень интересное украшение нагрудное сюрях. В последнее время тоже становится достаточно популярным. Интересный тот факт, что люди начали доставать из сундуков своих сюрях, да, и надевают как раз-таки на национальный праздник, тогда как, например, до даже 2000-х годов, в принципе, если даже у кого-то хранилось, то хранилось просто как семейная реликвия, но не надевали именно на праздники, да. Сюрях — это нагрудный крест. Крест, он сам канонической формы, прикреплялся на специальных шарнирах к традиционной якутской цепи, да, и при этом был с различными подвесками шумящими. Могли быть, как вот видите на фото, значит, подвески тоже те же утилитарного характера, да, щипчики, ухочистка. Также я на фото выделила украшение XVIII века на ожерелье. Это один из первых нагрудных крестов в Якутии, хранится в Якутском государственном объединенном музее. И вот я выделила фотографии современных якутских женщин. Это вот как раз-таки я и моя подруга замечательная, да, и хочу показать вам, что вот на современном этапе развития общества мы привыкли носить украшения не в полном комплекте, да, здесь мы видим, что можно носить только серьги и линкабихер, или же, допустим, бастыга и линкабихер. На нас, кстати, украшения, воссозданные по традиционным формам мастерской Петр. Одним из самых интересных тоже украшений являются все-таки наборные пояса. Но иногда наборные пояса, они не относят к украшениям, считая, что они носят утилитарный характер. Да? И почему они называются наборными? Потому что состоят из таких вот пластин. К поясам прикрепляли различные утилитарные подвески, начиная от ножичков, да, заканчивая различными там сумочками, игольницами. Здесь же мог быть календарик, да, или, например, амулетики, такие как сахылтумса, кисетик хаппар мог быть, да.
Ну, с чем это связано? С тем, что у первых кочевников все-таки у них одежда была без карманов, и все, что нужно было, они таскали на своем поясе, да. Вот отсюда и вот осталась такая традиция носить на поясе предметы утилитарного значения. И перейдем к самому тоже распространенному виду украшений. Это браслеты, это кольца, перстни, да. Как пишет Мак, значит, якутки были большие охотницы до колец и перстней. Кольца могли быть замкнутыми, разомкнутыми. И остается название, да, бихелях, которое еще было отмечено исследователями XVIII веком. Перстни достаточно интересные, имеют очень интересный щиток. При этом даже на одном из перстней, который я вот выделила, да, как будто бы какая-то инкрустация была посередине. Ну, также, если мы говорим о браслетах, то браслеты также могли быть замкнутыми или разомкнутыми, да, и браслеты всегда были парными, и всегда, значит, носились, ну, обязательно в паре, да. В этом плане а, кольца носились практически всегда. Из-за этого очень много вариаций есть колец. Они достаточно интересны, тоже на фото посмотрите. И до нас сейчас дошли кольца, сейчас, вернее, очень популярны кольца различных форм, как простые, но так как современные женщины любят более вычурные формы, то появляются кольца более вычурных форм. Ну, в конце хочется сказать, что каждый выбирает для себя, да, что носить, как носить и когда носить, какое украшение носить в какой определенный период жизни или на какое определенное мероприятие, может быть, да. И не нужно, мне кажется, там критиковать, да, что вот кто-то что-то надел не то. Каждый человек, он особенный, и, соответственно, украшение у него то, которое больше ему подходит по его нраву. Еще раз с праздником, всего вам хорошего.